Сегодня у нас ярмарка старины в торговом центре Азии. Такое вот место нам предоставили сегодня. В самом начале долгожданной весны, в канун Дня защитников Отечества, после сложного года перерыва из-за пандемии по всему миру, наконец-то пошли послабления. И 21 февраля 2021 года, в воскресенье, в торгово-развлекательном комплексе «Азия» состоялась первая и долгожданная в этом году антикварная ярмарка-выставка ретро и старины на нулевом и первом этажах с 10 до 5 часов. Ярмарка проходит с обязательным соблюдением социальной дистанции в масочном режиме и санитайзерами для рук. По этой причине количество участников ярмарки было строго ограничено. После долгого перерыва коллекционеры прежде всего соскучились по общению, по обмену опытом и рассказам о своих новых пополнениях, о поиске тех или иных интересующих и не хватающих коллекции экземпляров монет, марок, да и просто по разговорам, по интересам. По этой причине настроение все равно было праздничное, увидеться не онлайн, а реально со своими коллегами по интересам, и будем надеяться, и дальше будут проводиться подобные мероприятия. Коллекционеры и любители винтажа и старинных вещей здесь найдут советский фарфор, винил, мельхиор, военная амуниция, значки, марки, самовары, царские и советские деньги, товары СССР, бестселлеры советских издательств и книги якутских авторов советского времени, а также антиквариат и много другого интересного и неповторимого из ушедшей эпохи. Давайте посмотрим, что же у нас сегодня на этой ярмарке было. Здесь в Якутии было, да, вот это как? Или заказали? А, иркутская. Ничего себе. Большая. А это все по Якутии же, да? Отсвечивается. Ага. Да. Ну я еще приду. Вау. Царское серебро. Шикарный. Сейчас на экране мы видим экспозиции и товары антикварного магазина «Северная роскошь». Вот якутское женское украшение Илинка Бегер из латуни начала 20 века. Также изделия из серебра. Вот на экране сейчас якутские серьги 19 века. А также сувениры и предметы быта 19 и 20 веков. Тут можно найти уникальные кольца и печатки, выполненные якутскими мастерами из меди и серебра 19 и 18 веков. Чего только нету. Но вот это я не сняла. Это серебро, да? Чайник серебряный. 1873 год, 84 проба. Шикарный чайник, слушай. Ага. Но. На церковную тематику уникальные кресты и иконы 19 века.
По глазам видно, что улыбается, да? Здравствуйте, можно поснимать, да? Ага. Тут у нас альбомы, да? Ага. Это вместе с монетами или как? Нет, без. Без монет. Ага. Памятные альбомы. На 25-рублевые. На 5-рублевые. Памятные исторические. Цены от скольки варьируются, например? Ну, наверное, от 100 рублей. От 100 рублей. Да, за простые альбомы и Ага. дальше. А вот большие альбомы, памятные монеты Они России. капсульные, поэтому подороже. Ага, До 1000. А, тут уже вставлены, да, листы? Нет, да, листы Ага. вставлены, ну Ага. капсульные. Ну. Шикарно. О, Да, тут все расписано. Ага. Да, с двух сторон выглядит. Ой, как удобно, оказывается. Ага. Все написано тут. Да, очень удобно, оказывается. Спасибо. А вот Ну, эти... Листы только вот такие у нас. Ага, Так, на 5 ячеек в ряд ага. и на 3 боны. На трибуны. Ага. И почем? По 30. По 30 рублей. Очень даже доступно. Можно поштучно брать. Угу. То есть, если обычно продают по 10 листов, у нас там хоть один лист может. Ага. Памятные явления и монеты. Средства бюджетские монеты. Ага. Оседол называется, да? Оседовая. Оседол, да. Угу. Все. Это регулярная выпуска. Спасибо. Пожалуйста. Это все для коллекционеров. Так, тут у нас уже идут монеты. Биметаллические. Набор монет СССР. Тут разные, да, монеты есть. А, марки тоже есть. Всё. Марки от скольки рублей? От 5 рублей. И тематические. Красиво. А здесь боны. Стран. Угу. Наши. 10 тысяч. Ага. Вся история Практически. денежная, да. Облигации. Ага. И магнитики на холодильнике. И все в идеальном состоянии же, да? Практически, Ага. да. Да, спасибо большое. Передние билеты. Угу. Хорошо, идем. Что, Саша убежал, да? Ага. Тут у нас значки. Октябрята, пионеры, комсомол. Для фалеристов обилие значков, что позволит даже самым опытным фалеристам выудить для себя какой-то интересный значок или знак по тематике. Ну, здорово лежит, да, Слава? Ага. Царские боны. А для нумизматов много монет и бон всей истории России от времен правления Рюриковичей, Анны Иоанновны, Екатерины II, Николая II до советских и российских юбилейных монет и новинок от Центробанка России. Там какие? А это пуговки. Екатерининские.
ты, серебро. Шикарно. А в какую цену? Царские. От 3 выше. От 3, да? Рублей от 3, да? Мгм. А вот этот чистого серебра, это 5 тысяч, да? Цена приемлемая. Так. Времен правления чья она? Тоже? У нас Николаевский, да? Ой, не вижу. Мгм. Шикарный. Шикарный. Мгм. От 3 тысяч. А эти полтинники, да? Полтинники почем? От 800. От 800 рублей. А вот это чешуйки. От Рюриковичей. Ага, такие вот чешуйки. Да? Потом вырезать буду. Хотя он красивый. Шикарно. О, свет включил. монеты нашли у нас. А? Монеты нашли у нас. А, в Якутии, да? Ух ты. Деньга. Это Анна Иоанновна. 749. Времена правления Анны Иоанновны. Кресты. Вот, Библия вообще шикарная. Сколько же ей лет-то этой Библии? Каких годов это? Это 18 век. 18 век. Ух ты. Шикарная Библия вообще. Псалтырь. Псалтырь, ага. Да. И переплет очень такой, да? Тяжелый. Вообще. Красивый. Псалтырь. Портрет Сталина стоит. Пользуясь случаем, хотим пригласить жителей и гостей города Якутска 6 марта на предпраздничную антикварную ярмарку ретро и старины в торгово-развлекательном комплексе «Азия» с 10 часов утра. Приходите, будет интересно. Вот эта минималистика мне очень понравилась. Интересная такая. Что, Павел, едешь? Что такое не делает, да? Видите, просто есть мини-фигурки, тоже миниатюры. Ну, Маленькие всякие. ага. На этом я завершаю свой короткий экскурс от 21 февраля. Всем спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные сюжеты. Всем спасибо, всего вам доброго, до новых встреч.